Если следовать тропою древних путешественников по одному из ответвлений Великого Шелкового пути, вы непременно окажетесь в этом средневековом, хорошо укрепленном городе, в котором много веков назад кипела бойкая торговля. Это был не только крупный перевалочный пункт на Великом Шелковом пути, но и ставка правителей западных тюрков, в которой находился самый большой дворец в Центральной Азии. Впервые Кулан упоминается в первой половине VII века в маршрутниках китайских и арабских путешественников. Город сразу сразил паломников своими большими размерами. Площадь более 10 квадратных километров, для того времени весьма значительная. Средневековый Кулан был окружен массивной крепостной стеной, шириной доходящей до 3 метров. В центре городища находился дворец площадью более 3000 квадратных метров, поражавший монументальностью архитектуры эпохи тюркских каганатов и мастерством камнерезов. Археологические работы на городище Кулан уже 3-й сезон ведутся Казахским научно-исследовательским институтом культуры при грантовом финансировании Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Нынешние исследования начаты в 2015 году. В результате работ 2015 года было обнаружено 3 строительных периода. Это рядовые жилые постройки, позднейшие караханитские, и дворцовое сооружение караханитского периода, от которого сохранилось основание стен высотой 20-30 сантиметров. После удаления этих конструкций ниже нами было обнаружено остатки дворцового сооружения, как раз те сооружения, которые сформировали топографию цитадели. Полномасштабные археологические раскопки городища Кулан, начатые в 30-е годы XX века, выявили 3 культурных слоя с 7 по 13 века. В топографии объекта четко прослеживается расположение Шахристана, цитадели и Рабада. Археологи, работавшие здесь под руководством доктора исторических наук, профессора, академика Карла Байпакова, обнаружили великолепно сохранившиеся дворцовые интерьеры, украшенные резным декором, выполненным по сырой глине. Узоры когда-то полностью украшали стены парадных комнат дворца тюркских владык. Кулан – город, один из немногих памятников, который сохранил свое древнее название. В китайских источниках он называется Цюйлян, а арабо-персидских пишется Кулан. В 630 году через Кулан проехал китайский путешественник Сыма Цянь, и здесь он был принят тюркским каганом. В этом городе происходили такие важные события, как убийство последнего тюркского кагана Тюргешким. После захвата арабами Тараза он становится на короткое время центром сопротивления арабской экспансии. И в 810 году арабы предприняли поход на Кулан. Одной из археологических сенсаций стала находка 4 терракотовых голов, отбитых от торсов. Лица со смешанными чертами европеодного и тюркского типа. Предположительно, это главные члены местной династии. По мнению археологов, в Казахстане аналогов подобных находок еще не было. Новые исследования на городище Кулан, которые были начаты в 2015 году, были сконцентрированы на цитадели, так как цитадель является ядром города, вокруг которого вообще складывался город. Застройка цитадели производилась Г-образно вдоль северо-западных и юго-западных стен. Основные работы производились по уровню 7-8 веков, так как именно в это время конструкции, относящиеся к этому периоду, и сформировали саму топографию цитадели. Основное сооружение, дворцовое сооружение, которое относится к тюркскому времени, состояло из 3 помещений. Это культовое помещение, 2 из них, и 3 – это парадное помещение, условно, которое мы называем тронным залом. Эти помещения имели шатровое перекрытие, и двери перекрывались перемычкой, деревянными перемычками. После разрушения дворца все помещение было заполнено кирпичной кладкой. Оставшееся пространство в последующем было использовано для постройки других сооружений в тюркско-карлукское время. В это время уже изменяются строительные приемы.
Вместо перемычек появляются арочные своды, а перекрытия становятся купольными. С момента своего образования и до настоящего времени Казахский научно-исследовательский институт культуры вел и продолжает вести научно-исследовательскую деятельность по сохранению, управлению и защите во имя передачи будущим поколениям культурного наследия Казахстана. Одним из ярких примеров совместной работы института с крупными учеными и археологами страны является проект реставрации резного штука на цитадели городища Кулан совместно с научно-реставрационной лабораторией «Остров Крым» под руководством Крыма Алтынбекова. Созданные древними мастерами превосходные глиняные панели таят в себе загадку и притягивают своей невиданной красотой. Уникальные артефакты городища Кулан и восстановление из небытия средневекового дворца тюркских правителей имеют огромное значение не только как научные факты, но и как появление еще одного интереснейшего туристического объекта в ряду достопримечательностей Великого Шелкового пути. В июне 2014 года на Всемирной сессии ЮНЕСКО, проходившей в Катаре, межнациональная заявка «Памятники Шелкового пути. Тянь-Шаньский коридор» занесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплексное изучение, документация и консервация Кулана должны привести к увеличению потока туристов, привлечению дополнительных инвестиций, повышению научного интереса, а также укреплению престижа страны в области культуры и науки. Часть этих целей и задач может быть осуществлена с помощью текущего проекта.